Как вы знаете, мы сейчас проводим свой отпуск в Черногории. Сегодня прошел невероятно сильный ливень, была очень мощная гроза, гром, молния, ураганный ветер. Мы целый день провели дома, и так как появилось свободное время, я все-таки решила выпустить очередной выпуск новостей. Словения опустилась в этом году на 4 позиции в списке миролюбивых стран. Конфликты по всему миру унесли более 238 тысяч жизней в прошлом году. Это самый высокий показатель со времен геноцида в Руанде в 1994 году. Глобальный индекс миролюбия оценивает миролюбие в 163 странах, ранжируя их от наиболее миролюбивых до наименее миролюбивых. И мне стало интересно посмотреть, кому же уступило свое место Словения, кто идет перед ней. Итак, на первом месте по миролюбию идет Исландия, дальше идет на втором месте Дания, на третьем Ирландия, на четвертом Новая Зеландия, на пятом идет соседка Словения Австрия, на шестом Сингапур, на седьмом Португалия, и сразу за Португалией на восьмом месте идет Словения. После Словении идет Япония, за Японией на 10-м месте Швейцария, за Швейцарией Канада, за Канадой идет Чехия, после Чехии на 13-м месте Финляндия, на 14-м месте тоже соседка Словении Хорватия, на 15-м месте Германия. И пытаюсь в этом списке найти ради интереса Черногорию, так как мы сейчас здесь отдыхаем, и пытаюсь найти Россию. Рядом с Россией на 157-м месте Украина, и сразу же за Россией на 159-м месте идет Демократическая Республика Конго. Дети подвергаются в 5 раз большему риску в перегретых автомобилях, чем взрослые. Когда на улице более 30 градусов, температура в машине может подняться до 50 градусов Цельсия буквально за полчаса. Дети особенно чувствительны к тепловому удару, так как их тела нагреваются в 3-5 раз быстрее, чем у взрослых. И недавно Словению повергла в шок новость о маленьком ребенке, о маленьком 2-летнем мальчике, которого мать и ее сожитель оставили в запертом автомобиле на жаре. Мимо через какое-то время проходил прохожий, увидел, что внутри машины находится ребенок, быстро среагировал, разбил стекло, достал ребенка, вызвал скорую, полицию, но, к сожалению, ребенка не успели спасти. Когда я услышала эту новость, я сразу же подумала, что мать, скорее всего, была какой-нибудь алкоголичкой или наркоманкой, потому что автомобиль стоял около частного дома, мать сама со своим сожителем находилась в доме, а ребенок был то ли специально, то ли в каком-то пьяном угаре оставлен, забыт в машине. Как позже оказалось, действительно, эта семья давно была на учете в социальных службах, но несмотря на то, что эта семья находилась на учете у социальных служб, к сожалению, все закончилось трагично. Сейчас женщина и ее сожитель находятся в тюрьме и, скорее всего, в ближайшие годы там и проведут за преступное отношение к ребенку. Эстония стала первой страной на постсоветском пространстве, где легализовали однополые браки. Документ предусматривает, что в брак могут вступить 2 совершеннолетних человека любого пола. Поддержали этот закон 55 депутатов, 34 проголосовали против. Закон вступит в силу с января 2024 года. С 2016 года в Эстонии также работал закон, позволяющий однополым парам заключать соглашение о совместном проживании, фактически аналогичный браку статус. Однако для его полноценной работы парламент не принимал соответствующие акты. Как вы знаете, в Словении этот закон уже действует больше года. В Словении тоже гей-браки разрешены, и люди имеют право выбирать по своему желанию, с кем вступать в брак на законных основаниях. Друзья, на этом короткий выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оставлять свое ценное мнение в комментариях и подписываться на канал.
У нас здесь продолжает идти гроза, дождь и огромные перебои с интернетом. Но несмотря на все это, мы смогли записать для вас этот выпуск новостей. Пока-пока, до новых встреч!